настал самый долгожданный и волнующий день для участников международных интеллектуальных игр. Сейчас мы с вами узнаем, как прошло оглашение результатов. Олимпиада нынче прошла на высоком уровне. В организационном плане было все здорово, потому что здесь, во-первых, это в городе, корпусе естественных наук. Здесь аудитории достаточно, атриум достаточно, очень много поточных лекционных залов, поэтому у нас в размещении не было проблем. Проблема была в том, что у нас очень жаркая погода стояла, поэтому очень было душно в аудиториях, но мы, организаторы, постарались создать все условия, чтобы детям было комфортно писать 5 часов работу. Нынче награждение, как видите, проходит как-то неофициально, да, вот проводится очень такой обстановке. Здесь очень весело и радостно, проходит на стадионе «Юность». Здесь можно и посидеть, и можно погулять, там, разговаривать со своими сверстниками. А награждение у нас очень организованно идет. Видите, что жюри все выходят, все поздравляют, все дети получили очень хорошие дипломы, получили соответствующие призы. И мы гордимся теми нашими детьми-участниками, что наши дети выбирают именно те профессии, с которыми связано вот проведение нашей Олимпиады. Мы 5 дней проводили «Вулкан», там у нас были учебно-тренировочные сборы. Как долго вы готовились к Олимпиаде? И массаж соседу слева. Больше года. Я вообще не готовился, если честно. Я немножко повторил все по химии после лета, ну неделю. Готовиться к Олимпиаде я начала спонтанно. Честно говоря, не очень. Где-то, ладно, месяц, может. Как ты оценивал свои силы до соревнований? Я был уверен в своих силах. Думал, так, бронзу возьму. Я понимал, что у меня есть хорошие шансы, и все. Я думал, я что-то займу, но не знал, что. Мои силы лучше добавились во время Олимпиады. Расскажи, как долго ты готовился к Олимпиаде? К Олимпиаде я готовился, конкретно к ней готовился не очень долго, да, вот этим летом. А вообще математикой я занимаюсь уже много лет. Я готовилась к Олимпиаде на очень высоком уровне только с 9 класса. В 10 классе уже начала готовиться специально к международной Олимпиаде. Именно к Олимпиаде по физике я готовлюсь с 7 класса, то есть это уже сейчас идет 3-й полный год, и это занимает очень много времени, и я очень много готовился к Олимпиаде. Я готовился к этой Олимпиаде много лет, и вот настал этот момент проявить свои знания. Я был очень взволнован. Был ли ты уверен в своих силах до победы? Я считал, что у меня есть шансы, да, на то, чтобы стать победителем этой Олимпиады. Перед победой я знала, что, возможно, будут хорошие дети. Это как на самом деле так и есть. И я очень надеялась, что даже если не золото будет, то хотя бы в первую пятерку я попаду. I was very emotional. Да, я был абсолютно уверен в своих силах. Она такая красивая. Мне кажется, она прибавляет мозгов. Я чувствую себя максимально умной с ней на шее. Thank you. Don't worry. Thank you.
Участники международной школьной конференции конкурса с волнением ожидали оглашения результатов. Награждение проходило по 8 категориям, и всего было разыграно 31 комплект медалей. Также озвучили абсолютного победителя международной школьной научной конференции конкурса. Им стал Нурдаулет Таумергенов, Казахстан. Я удивлен, так как у меня были самые сильные конкуренты. Их темы и их работы, я думаю, что вполне достойны золота. What do you feel after award? Really, really happy and excited and fulfilled and satisfied. Yeah. I feel like all hard work has been worth it. Yeah, all my hard work. I feel good. Yeah. Все участники сильно волнуются перед оглашением результатов. Некоторые не смогли сдержать эмоции. Что ты чувствуешь после такого достижения, после таких долгих, усердных тренировок, работ? Радость, только радость. Конечно, большой стресс был. Что еще можно сказать? Я не знаю, что сейчас можно сказать. Мне очень трудно собраться. Участники вписали себя в историю первых международных интеллектуальных игр и надеемся, что о них остались лишь хорошие воспоминания о гостеприимной Якутии. Закрытие, как и открытие, является интересным, ярким и запоминающимся событием. Благодаря сплоченной работе профессионалов мы видим интересные постановки и выступления. У нас очень много коллективов. Пришли танцоры из «Сюрприза», из «Калейдоскопа», из «Автобуса радости», Dance Generation, Level Up и независимые танцоры. Будет фееричное шоу, готовьтесь. Сюрприз у нас будет во втором выступлении. Это будет прям шоу, там будет свет, огонь и так далее. В Триумфе, где прошло открытие, сейчас вовсю готовятся к закрытию и проводят генеральные репетиции. Фееричное шоу в честь закрытия ожидает всех участников и гостей международных интеллектуальных игр 14 июля в 20:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на каналах НВК Саха и Якутия 24.